Управление Роспотребнадзора по Коми отмечает столетие со дня образования Государственной санитарно-эпидемиологической службы России. В республике профилактическая медицина зародилась еще в период земской медицины. Должность первого санитарного врача была введена в 1924 году. Службу основали для борьбы с так называемыми моровыми проветриями, то есть эпидемиями. Тогда своего санитарного врача в Коми не было, специалисты приезжали из других регионов. И только в 1931 году у нас появились постоянные сотрудники. Их было совсем немного. И вообще первое учреждение медико-профилактическое в Республике Коми – это была противомалярийная станция, которую возглавила доктор Сивкова. Почему противомалярийная? Потому что дизентерия, тифы, трахома и малярия – это были основные эпидемии, которые поражали население Республики Коми. И только потом, уже в 1939 году, появилась первая санитарная эпидемиологическая станция и первых 3 бактериологических лаборатории. Проводили лаврицидные обработки водоемов для уничтожения личинок комаров, профилактику населения, внедряли прививки, к которым тогда люди относились с недоверием. Был и летучий отряд «Оспа-прививатель», дезинфекционные бригады старались приучить население и промышленников к гигиене. На всю республику в штате было лишь 15 человек, в начале 2000-х уже почти 1500. После административной реформы осталось всего 400. Главное достижение за 100 лет – заболеваемость гриппом перешла в разряд управляемых. Нет дифтерии, кори, краснухи, малярии, полимелиолита, единичные случаи гепатита Б. Тифы ушли в прошлое. И сегодня СЭС тоже готова к новым вызовам. Пример тому – пандемия коронавируса.